Вот уже и пятница, 24 ноября 23 года, 10 часов утра в Башкортостане. И я, Руслан Валиев, начинаю наш, по сути, итоговый на этой неделе выпуск программы «Аспекты республики» в прямом эфире YouTube-трансляции. Рад всех приветствовать, кто смотрит сейчас или посмотрит позже. Также зрителей ВКонтакте и Одноклассников я тоже рад видеть. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, друзья. С ними всегда интереснее, насыщеннее, где-то даже напряженнее, но в этом и смысл даже некоторый есть подобного рода программ. Здесь мы обсуждаем текущую информационную повестку с помощью публикаций республиканских СМИ. Вы, в свою очередь, помимо комментариев, можете ставить лайки, можете даже присылать посильные добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty. Ссылка на него есть в описаниях к нашим трансляциям. Любая посильная сумма сродни той, на которую вы, возможно, готовы без проблем выложить за какую-нибудь утреннюю газету. Для нас это неоценимая помощь, а для вас, возможно, ничего не стоит. Поэтому не поленитесь, сделайте, если все-таки вы считаете нашу работу важной. В наше непростое время, очень сложное даже время, любая поддержка на вес золота. Других источников финансирования у нас практически нет. Поэтому давайте начнем, а я постараюсь, соответственно, по максимуму давать все то, что считаем самым важным, самым острым, и ту информацию мы берем, которую, как правило, не берут на государственные СМИ. Поехали. Ну вот прямо сходу у нас сразу несколько новостей, касающихся тех людей, которые во многом или отчасти не согласны с происходящими процессами, открыто об этом говорят и оказываются под преследованием. Разные пути, разные взгляды у людей, но их объединяет то, что мы называем политическое преследование. Экс-зампредседателя закрытой, ликвидированной и запрещенной организации «Башкорт», которая раньше выступала, например, за сохранение башкирского языка и за продолжение его обязательного изучения в школах. Сейчас Руслан Габбасов находится за границей, и вот он сообщил об обыске в доме его брата и о его задержании. Это очень важно, понимать, что происходит на самом деле. То есть поговорка, или как общепринятый принцип «брат за брата не в ответе» или «сын за отца не отвечает» уже не работает. Это очень важный, качественный тектонический сдвиг, друзья мои. Он вчера написал в соцсети: «Только что стало известно, что в доме моего родного брата, он отец 3 малолетних детей, прошел обыск, а его самого забрали с вещами, сказав, что он будет сидеть за меня». В начале ноября этому вот всему что предшествовало, я просто напомню. В Башкирии были заблокированы ряд телеграм-каналов, в том числе те, которые вел сам Габбасов. В общем говоря, процесс идет, и идет он даже иногда жестче, чем мы могли бы с вами предположить. И вот пример с братом Руслана Габбасова именно такой. Подробностей нет других пока еще, но вот то, что мы знаем, это уже заставляет даже вот эти вот короткие волосы шевелиться. Прокремлевский телеграм-канал Мэш сообщил, что имущество уфимского рэпера Фейса, признанного иностранным агентом. Кстати, Габбасов тоже иностранный агент в этом смысле. У всех свой знак качества есть. Так вот, имущество Фейса хотят арестовать башкирские приставы. Оказывается, у него есть долг у Ивана Дремина, то бишь Фейса, за серию постов, в которых он не поставил эту самую плашку иностранного агента. А это обязательное условие, я напомню, у Министерства юстиции, чтобы люди эти плашки ставили, иначе штраф. Вначале штраф. Сам рэпер объясняет неуплату этого штрафа тем, что он закрыл в России свое индивидуальное предприятие. В службе судебных приставов это не посчитали доводом и стали искать его активы в республике. Если найти так ничего и не смогут, то придут к отцу Ивана, блогеру Тимофею Дремину, чтобы проверить родительский дом на наличие вещей сына, говорится в сообщении. То есть все-таки вещи
родителей конфисковать тут не планируют, но вещи сына поискать готовы. Ну а супруг, уже осужденный за экстремизм, Лилии Чанышевой, буквально накануне объявил сбор пожертвований для того, чтобы заплатить штраф, присужденный ей. Помимо 7,5 лет, я напомню, Чанышеву заставили заплатить 400 тысяч рублей штрафа. Вот зачем, спрашивается, это нужно было делать. Так или иначе, Гатин объявил сбор, написал об этом посты, СМИ об этом некоторые, в том числе мы, конечно же, распространили. И вот он быстро собрал эти самые 400 тысяч и штраф заплатил, о чем тоже сообщил. Друзья, благодаря вам необходимая сумма в 400 тысяч рублей для уплаты штрафа Лилии Чанышевой собрана и оплачена, рассказал он. Квитанция приложена к материалам дела. Адвокаты начнут работу по снятию ареста с имущества. Да, арест на имущество был наложен еще давным-давно, получается, в конце 2021 года, когда прошли обыски, и когда Чанышева была впервые задержана и этапирована в Москву. Сейчас она этапируется в колонию, женскую колонию в город Березники Пермского края. И этот процесс уже идет с неделю примерно, получается. И еще, наверное, столько же, как минимум, надо для того, чтобы добраться. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что расстояние вроде небольшое, но вот этот вот этап – это отдельная история, отдельная притча во языцах у наших заключенных. Именно самый сложный период, многие его называют. Самый такой, знаете, бесправный, потому что в это время человек не имеет связи ни с адвокатами, ни с родственниками и находится в сложных дорожных условиях в этих самых столыпинских вагонах и так далее, и так далее. Еще у нас есть новости на эту тему, на тему политзаключенных. Сегодня прямо россыпь. Защита башкирской активистки Рамили Саитовой требует исключить из доказательств обвинения выводы экспертизы, которые приложены к делу и которые сделаны ФСБ. Значит, в Кировском райсуде вчера, получается, 23 ноября продолжилось рассмотрение дела Саитовой, она же Галим теперь. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Идель, значит, Реалии, это заблокированный в России сайт американского радио «Свобода». Он опросил пришедших на заседание слушателей. Так вот, Саитова обратилась к суду с ходатайством об исключении выводов этой самой экспертизы ФСБшной из числа допустимых доказательств. Согласно этой самой экспертизе, которая сейчас в деле находится, в высказываниях Саитовой содержатся, цитирую, лингвистические признаки побуждения, адресованного гражданам, мобилизованным на военную службу в вооруженные силы, задействованным в проведении СВО на территории ДНР и ЛНР и Украины, к совершению самовольного оставления места службы с оружием в целях уклонения от прохождения военной службы. Специалисты также сделали вывод, что в высказывании Саитовой содержатся признаки оказания психологического воздействия на аудиторию, на мобилизованных. В общем, тут, по-моему, экспертиза-то особо не нужна. Она прямым текстом говорила о том, что не одобряет происходящую частичную мобилизацию. И, в общем, все. Вот добавить к этому нечего, на мой взгляд. И, разумеется, никакого состава преступления и даже правонарушения в этом, очевидно, нет. Даже в условиях, когда идет так называемое СВО, все-таки те, кто оперирует терминами, говорят, что в условиях военного времени действовать нужно иначе, не правы в том смысле, что у нас нет условий военного времени, тогда нужно его объявить и, соответственно, действовать ему. Но раз его нет, то должны действовать обычные мирные условия и правила. Соответственно, человек высказывает свою точку зрения, пользуясь неотъемлемым правом, предоставленным Конституцией, которая не отменена, особенно в этих частях и пунктах. В общем, опять же, приходится очевидные прописные вещи говорить, но, может быть, и не всем все ясно, в том числе и нашим слушателям. Ну, и не хочу никого обидеть. Я думаю, что эта информация, даже хорошо известная и усвоенная, она лишней не будет. Ну, а парламент Башкирии продолжает штамповать
постановлений. Я уж не знаю, насколько они все исполнимы в реальности, но он все-таки впереди паровоза иной раз скачет, ну, как минимум в передних рядах этих самых Z-активистов традиционно находится. Так вот, Курултай принял вчера на заседании закон о выделении земель особо отличившимся участникам специальной военной операции. Значит, законом предусмотрено выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами России за заслуги при участии в спецоперации. В случае гибели бойца получить участок могут супруг или супруга и его несовершеннолетние дети, а также родители. Поправки в закон были внесены вслед за июньским распоряжением президента России о дополнительных мерах спецподдержки военнослужащих и добровольцев. Вот так вот. Что тут скажешь? Вот я уже на эту тему, наверное, много сказал. В принципе, на выводы делайте сами. Пишите, кстати, комментарии. Сегодня пока не активно у нас в чате. На том же заседании Госсобрания выступил первый вице-премьер правительства Рустам Муратов. Один из тех, кстати говоря, кто даже в самые открытые времена нынешнего руководства региона, я имею в виду это первые пару лет, когда по первому зову практически любой министр, вице-премьер и так далее приходили к нам в редакцию «Эхо Москвы» давать интервью. Что уж там говорить, сам Ради Хабиров приходил. А некоторые члены его команды всячески игнорировали на приглашение. Вот этот вот Рустам Муратов один из них. Вообще я так и не смог понять, в чем его была мотивация вот не идти. Тем более, что министр вообще, можно сказать, ни за что не отвечающий, которому можно все обещать и, в принципе, не отвечать за эти самые обещания. Потому что он за экономическое развитие, как бы, ну, то есть какие-то прогнозы и прочее, прочее. Это все про него. Никакие конкретные проблемы жителей республики здесь и сейчас к нему не относятся, но он почему-то, я не знаю, боялся. Всякий раз ссылался на занятость. Хотя я лично, конечно же, ни разу в это поверить не могу. Даже в самые тяжелые ковидные времена тот же самый министр здравоохранения Максим Забелин, ныне руководитель администрации, приходил и общался с людьми, за что надо отдать ему все-таки дань уважения. И можно то же самое сказать про других наших руководителей. Я не знаю, там Ленара Иванова, министр семьи и соцзащиты, тоже человек, который находится под постоянной критикой, в отличие от того же Муратова, не боялась никогда приходить отвечать на вопросы. Я уже молчу там про министра сельского хозяйства. Кто там у нас только не был. Практически все, кого мы хотели, мы для вас, прежде всего для зрителей, приглашали и задавали все вопросы, какие были у нас и какие люди к нам присылали. То есть площадка наша легкой прогулкой все-таки не была по мере возможности. Но вот такие персонажи хитрые и можно сказать, безответственные перед собственным народом, они были и остаются. Так вот, он очередное безответственное, на мой взгляд, заявление делает о том, что санкционное давление не повлияло на предприятия Башкирии. Хотя, может быть, и абсолютно истинное это сообщение. Давайте посмотрим все-таки в его суть. Значит, нет спада ни по одному предприятию. Иностранные инвестиции только увеличиваем, сказал он. По словам Муратова, не сказалось на выполнении планов по инвестициям и увеличении ключевой ставки Центробанком. Она выросла у нас с октября с 7,5% до 15%. Правительство для нивелирования этого фактора риска для инвестиций использует средства Фонда развития промышленности, субсидирует процентную ставку, докапитализирует лизинговый фонд, сказал он. Помимо существующих инструментов, правительство работает над новыми использованием блокчейн-технологий, партнерское финансирование. Уверен, что с вызовами этими мы справимся. Ну, тут надо сказать, что санкционное давление все-таки не нужно его обобщать. Вот я это в последнее время, скажем, в разговоре с кем-то всякий раз пытаюсь донести. Санкции, они на то и санкции, что не действуют ковровым способом. Ну, некоторые, наверное, действуют. Вот
уход тех же банковских платежных систем Visa и MasterCard, они в результате подействовали, скажем, на всех людей. Но и то не всем это важно, потому что далеко не все пользуются платежами на международных сайтах в интернете. Вот. А экономические конкретные санкции, отраслевые, личностные, в адрес тех или иных олигархов, но они, в общем-то, и не были нацелены на то, чтобы повлиять на отдельные предприятия Башкирии. Особенно те, которые не занимаются и не занимались экспортом своей продукции за границу. Ну а та же сода, которая за границу поставляет продукцию, она под санкции не попала. В этом смысле эти самые меры западными странами предпринимаемые, они, к сожалению или к счастью, тут по-разному можно оценивать, не всегда эффективны. В общем, спорная тема тут. Что хорошо, что плохо, как говорится, каждому решать самому. Ну а я, прежде чем перейти к следующей теме, хотя давайте даже не буду вот прямо делать паузу, потому что одно из другого, можно сказать, следует. Пока наши руководители, так сказать, борются с последствиями санкций, подписываются бумаги о новых мерах поддержки в адрес участников СВО, у возлюбленной экс-помощника главы Башкирии нашли квартиру в Дубае за 57 миллионов рублей. Ну, во-первых, речь не про экс-помощника, а про все-таки экс-руководителя администрации. Хорошо нам с вами знакомого об Александре Сидякине. Он сейчас депутат Госдумы от «Единой России». В самой партии он занимает высокопоставленную должность. И до приезда, кстати говоря, в Башкирию он был депутатом Госдумы. Нам приходилось взаимодействовать, судиться даже приходилось. После всего этого окончания уже в начале текущего года была публикация так называемой утечки о том, что он, собственно, Сидякин, имеет отношение к нашей редакции «Аспекты Башкортостан». Совершенно веселая в этом смысле новость, которая к реальности, конечно же, никакого отношения не имеет. У нас никаких совершенно контактов нет. Так вот, возвращаясь к текущей публикации на сайте УФА-1. Значит, на основе публикации расследования ФБК, запрещенного и заблокированного в России. Глава Центрального исполкома «Единой России» и бывший руководитель администрации главы Башкирии стал героем нового расследования. Окей. В опубликованном видеоролике авторы заявили о наличии дорогостоящей квартиры в Дубае у дизайнера, основательницы бренда одежды «Саша» Ксении Швыревой, которую они назвали супругой Сидякина. Ну, тут надо сказать, что ранее о том, что это его супруга, может быть и гражданская, было известно, в принципе, довольно-таки широко. Какое-то время я был подписан на нее в запрещенном, господи, да боже мой, Инстаграме, и видел, что как минимум она публиковала фотографии, огромное количество совместных фотографий с отдыха, например, в Соединенных Штатах Америки, кстати говоря. Это было совершенно незазорно делать в бытность совсем недавно руководителем администрации. Ну ладно, в общем-то, я вот за эти вещи особо-то как бы не привык осуждать людей, но люди отдыхать хотят, и если могут, то почему нет? Но вот жилье, я думаю, вы слышали, да, что у нас целый ряд депутатов Госдумы приобрел в Дубае жилье. И вот здесь не сам Сидякин, а его гражданская супруга. Якобы, опять же, мы должны говорить это слово, потому что это всего лишь расследование, и здесь как бы прямых доказательств нет. Они могут это опровергать или хотя бы отрицать. А учитывая то, как сейчас устроена правоприменительная практика, мы все понимаем, что даже элементарное отрицание бездоказательное со стороны такого рода людей, оно может привести другого рода людей, таких как мы, журналисты, к ответственности. Значит, 57 миллионов рублей, еще раз повторю, эта квартира стоит. Значит, и тут фотографии даже приводятся района того, где это все находится. Вот так вот. Ну, в общем, как бы это вся информация. Тут добавить нечего. Просто, опять же, можно сделать свои выводы. На этом фоне та же УФА-1 пишет о том, как выглядит
набережная в башкирском городе Ишимбай, на которую потратили миллионы рублей, а получился огород. На это больно смотреть, делает вывод журналист Уфы-1. Прямо на контрасте, мне кажется, это прекрасная информация. Действительно, видны элементы благоустройства, которые вроде как вот относительно новые. Видно, что их понатыкали недавно. Судя по всему, денег много потратили. Но общее впечатление, разумеется, совершенно удручающее. Разумеется, почему я так говорю? Ну, потому что у нас так заведено. Иногда бывают исключения. Ну вот, например, в Уфе в последнее время элементы благоустройства, которые открывались при Мавлиеве, надо сказать, более-менее симпатичны. Ну, хотя бы пользоваться ими можно какое-то время. А здесь все, как мы любим в кавычках. Огромные деньги усвоены, и толку никакого в этом нет. Тут даже прокуратура интересовалась, пишет Уфа-1. С подрядчиками какие-то работы проводились, с субподрядчиками. Но в результате, что есть, то есть. Мягко говоря, позорный пример того, как можно бюджетные деньги освоить, десятки миллионов рублей, и не получить результата. Более подробно, опять же, на Уфе-1 можете посмотреть, особенно жители самого Ишимбая и тех мест, которые к нему близки, может быть, планировали проводить время, отдыхать в этом заведении. Вот теперь я точно могу сделать небольшой перерыв, но перерыв содержательный. У нас вчера в гостях был социолог, доктор наук Арсен Нуриджанов. Очень содержательно, эмоционально он поделился мыслями о разных вещах, в том числе о том, что он думает по поводу привлечения к ответственности, но не очень сурового привлечения к ответственности наших министров, того же Кучербаева и Беляева. Послушаем фрагмент, а я через буквально несколько минут к вам вернусь, и у нас есть еще о чем поговорить. Заседание Госсобрания Башкирии, где отчитывается правительство, утверждается бюджет. Выступил глава контрольно-отчетной палаты Константин Шагимуратов. Он одобрил закон о бюджете на следующий год и 2 проектных последующих года, то есть прогнозные планы. Вот смотрите, в этом году возникают какие-то уголовные дела. То там Башкир-Автодор, то там Казыханов, Кучербаев, Беляев. Но почему контрольно-отчетная палата в упор этого ничего не видит? А при утверждении бюджета, пожалуйста, все чисто и гладко. Так может быть сразу приглашать на заседание Госсобрания к депутатам прокурора республики и главу Следственного комитета? По идее, именно контрольно-счетная палата должна быть тем органом, который выявляет первым нарушением использования денег бюджета. И если мы помним, еще буквально там пару лет назад Шагимуратов нам докладывал, что там он выявил на хищение на 5 миллиардов и так далее. Какие-то суммы были большие. Другое дело, что не слышно ничего в дальнейшем, что происходит с этими делами. Возбуждены уголовные дела, возвращены деньги в бюджет, наказаны нарушители бюджетного кодекса или нет. Переданы ли эти дела в Следственный комитет, в МВД, ФСБ и так далее. Собственно, вот этой связки не видно. Поэтому такое возникает ощущение пустоты работы Счетной палаты республики на сегодняшний день. Ну, лично у меня, по крайней мере. Конечно, было бы здорово, если бы все, что выявлялось, сразу бы доводилось до правоохранительных органов, и они бы все это дело раскручивали. Но, похоже, сегодня все происходит наоборот. Сначала сами правоохранительные органы находят вот эти вот следы преступлений, потом расследуют их, а Счетная палата как бы вот ни при чем. Это неправильно. Дело Кучербаева-Беляева, какой осадок у вас оставило в свете последнего кассационного заседания Верховного судья, где, по сути, им дали, как говорят в народе, по отсиженному? Я не кровожадный. Для меня важно сам факт того, что нарушители выявлены и наказаны. По самому крупному счету для руководителей такого уровня уже сам факт возбужденного и доведенного до решения уголовного дела – это уже достаточно серьезное наказание. Тем более они находились под различными воздействиями Уголовно-процессуального кодекса, там и домашний арест и прочее. Люди делали карьеру, выстраивали свою жизнь, и вот теперь все это оборвалось. Ну, это достаточно такое тоже серьезное наказание. А вот фактически поселение они будут находиться там 2 года или 5 лет будут сидеть в колонии, для общества это не так уже и важно. Тем более, что часть предъявленных им
обвинений. Давайте согласимся, это не какие-то преступления против человечности, против людей, против личности. Это не маньяки, не убийцы, не педофилы. Это, в общем-то, такие нарушения в бюджетной сфере, где можно легко оступиться, если ты не очень принципиален своим сотрудникам. Да? Где-то ты закрыл глаза, где-то ты поставил подпись, вроде бы все сделали, приняли, недопроверил. Ну, вот так бывает, к сожалению. Вы знаете, вы мне напоминаете Спивака, Всеволода Спивака, экономиста. На прошлой неделе у нас в эфире он заметил, знаете, 90 миллионов – это не такая большая сумма. Что такое? И столько негативных комментариев потом он собрал в соцсетях. Да что такое 90 миллионов? Люди эти деньги никогда в жизни бы не увидели, а тут просто такими деньгами разбрасываются. Не разбрасываются, давайте. Это 90 миллионов были выделены на сооружение, которое построили, но которое по каким-то причинам не запустилось. Так ведь? Ну да. Такая история. То есть суть претензий, что халатно отнеслись к контролю за этими деньгами, построили то, что не работает. Сейчас это достаточно распространенное такое нарушение. Вот мы только что видим Зенинский переезд, та же самая история. Построили, должны были сдать там к 1 сентября, и, пожалуйста. В декабре уже говорят. Ну, дай бог, да. Но я думаю, что раньше апреля не запустят, но посмотрим. Вы же сами понимаете, начались морозы, снегопады, надо асфальтировать, какой-то будет асфальт, качество. В общем, все это опять выброшенные бюджетные деньги. Там, дай бог, если это горе-строители из своего кармана заплатят. Там, где есть хищение, там да, понимаете, где непосредственно похищены деньги по левым контрактам, отмыты, выведены, там надо наказывать строго. Здесь, нет такого преступления против народа республики. Поэтому я со Спиваком здесь согласен. Ну что ж, вот послушали мы с вами уважаемого нами Арсена Нуриджанова. А сейчас я должен сказать, что сегодня у нас в аспектах мнений очередной гость, точнее гостья, журналистка бывшая, ныне специалист широкого профиля, скажем так, Рушана Ибраева. В 12:00 она у нас будет. Человек, который высказывается довольно откровенно и последовательно по поводу того, что она думает обо всем происходящем, находясь на родине, в Уфе, и в этом смысле она, на мой взгляд, отличается от многих своих бывших и нынешних коллег. Интересно говорит, поэтому присоединяйтесь к эфиру в 12 часов. Сегодня также еще у нас аспекты городской среды с Олегом Арефьевым. С ним программу будет вести мой коллега Дмитрий Колпаков. Искандер Махмудов, наш любимый зритель, коллега тоже, бывший, хотя почему бывший? Бывших не бывает в этом смысле журналистов. Пишет: «Доброе утро. От санкций чиновникам только польза. Можно все неудачи свалить именно на санкции, а все успехи приписать себе». Ну, конечно, они это делают, да, действительно, с большим удовольствием. И, кстати, будем ждать эфир с Рушаной Ибраевой, пишет он. Правильно, поддерживаю. Ну, а пользователь Заки Валиди в очередной раз нас возвращает к теме Григория Явлинского. Уж очень он важен, видимо, для него. Хотя я соглашусь в некотором роде. Я бы тоже был рад, например, если бы он баллотировался и говорил с высоких трибун все, что нужно говорить о происходящих событиях. Так вот, якобы Явлинский обратился к гражданам собрать 10 миллионов подписей. Тогда он согласится участвовать в выборах, чтобы в марте ему не дали 0,5-1%. Якобы. Ну да, я понимаю, то есть если ты 10 миллионов подписей сдаешь настоящих, то ты никак не можешь потом набрать всего 0,5% по версии Центральной избирательной комиссии. Собирают ли подписи у нас в республике, спрашивает Заки Валиди. Но зачем у меня это спрашивать? Я не знаю. Не было у меня такой информации. Как вы видите, и в публикациях СМИ такой информации не было. Есть для этого сайт партии «Яблоко». Есть яблочники, в конце концов, в соцсетях. Можно к ним обратиться и вопрос свой задать. Кристина Абрамичева, архитектурная защитница, феминистка. В этом смысле готова, наверное, ответить на любой вопрос. Она есть во всех соцсетях. Ну а мы, в свою очередь, если эта тема действительно имеет место быть, пригласим ее и попросим дополнительных комментариев. Вот. Дальше. У нас еще кое-что осталось. Как простой парень из серой зоны под Уфой стал сенатором и сдвинул самого Елалова? Задались вопросом издания «Пруфы». И я, в общем-то, согласен с их желанием разобраться в этой теме. Я к чему? Олег Голов,
человек, который совсем немного поработал главой администрации, ну, скажем так, захудалого Благовещенского района. Я сейчас не в обиду сказан, но просто это небольшой муниципалитет. Поработал он там совсем чуть-чуть. Значит, до этого он был гендиректором корпорации развития Республики Башкортостан. Тоже недолго. Все это было при уже Ради Хабирове. И сейчас он стал целым сенатором, представителем Башкортостана в Совете Федерации, где заменил Ирика Елалова. И вот меня удивляет, конечно, тоже, как и коллег из пруфов, почему такая карьерная лестница может сопровождать человека. Как это можно объяснить? То есть к Елалову у нас всегда было много вопросов. Во времена мэрства, да, то есть претензии какие-то предъявляли. Но он вел себя все-таки относительно открыто, пытался общаться с журналистами. После того, как перестал быть мэром, много раз приходил к нам на «Эхо Москвы», комментировал прошлые, текущие дела. То есть в нем чувствовался какой-то все-таки, знаете, неправильно будет сказать тяжеловес, ну, политик. Политик с биографией, с опытом и так далее, и так далее. Можно продолжать. И неуважительно совершенно к нему относиться было нельзя. То есть человек был послужной список. И в Совете Федерации он был очень активен. Вел соцсети. До сих пор, кстати, ведет. Хотя непонятно, чем сейчас занимается. А мы в эфир его пригласили. Так вот, оно как-то вот было логично, знаете. И тут какой-то, не пойми, кто приходит. Ни разу интервью не давал, судя по всему. Ну, нам точно. Я уж не знаю, может быть, кому-то давал. Что за человек? Почему? Более того, к нему претензии есть даже от однопартийца, можно сказать, от соратника, от депутата Благовещенского горсовета Сергея Жукова. В этом смысле они все заодно, там, за президента, за это СВО. Но при этом Жуков предъявил претензии своему, ну, не непосредственному начальнику, ну, скажем так, коллеге начальствующему, в том, что тот служебную машину использовал в личных целях, приезжая на работу в Благовещенск из Стерлитамака, родного для себя. У меня почему-то нет повода усомниться в том, что Жуков прав в этих претензиях. Вот. Но, мягко говоря, суд, в который подал Жуков, ничего этого не подтвердил, а Голов даже в ответ свой иск, насколько я помню, подал. В общем, там история до сих пор продолжается. Но по факту-то мы что имеем? Мы имеем, что человек без опыта, без году неделя, мягко говоря, в управлении, без узнаваемости среди жителей республики, что очень важно, работает в целом Совете Федерации. С другой стороны, вы скажете, ну что это, Совет Федерации бесполезный орган, бесполезный отстойник для пенсионеров. Ну тогда хотя бы пенсионер, пусть бы там сидел. Толкачева вот туда, значит, прочили. Но нет, он остался в республике, а вполне себе молодого, может быть, перспективного человека отправили туда. Впрочем, что уж там говорить, понятно, что мнение людей сейчас не имеет никакого значения, но все-таки. Значит, Башкортостан, помимо прочего, друзья мои, оказался на последнем месте по знанию английского языка в Поволжье и в России в целом. Такие данные содержатся в последнем исследовании образовательного портала EF Education. Значит, тут знание английского языка посчитали, видимо, судя по всему, по каким-то официальным данным, связанным с тестированием, с какими-то оценками. И тут средние баллы по регионам выставлены. Например, в Татарстане 535, я не знаю, в Нижегородской области 514, в Саратовской области 529, в Оренбурге даже почти 500, 495. И меньше всех вот на этой карте 458 баллов. Это самый нижний уровень для того, чтобы можно было говорить про уровень B1. Это Башкортостан. В общем, без комментариев. Зато пышным цветом у нас неделя бизнеса международная продолжается. И об этом, конечно же, с радостью и красочно с фотографиями пишет Башинформ. Так вот, Ради Хабиров принял там участие. И знаете, что сказал? Он рассказал, какой будет Башкирия в 2030 году. Вот всем бы нам такие, как говорится, способности правительские.
Заголовок, правда, на самом деле лишь об этом говорит, обещает нам громкое содержание. По факту, давайте посмотрим, что же он там сказал. Наш форум с каждым годом становится интереснее и содержательнее. И мы видим, что с каждым разом интерес к Башкортостану возрастает. Окей, видите. Нынешний форум 16-й по счету. Он стал признанной специалистами площадкой для диалога между правительством и бизнесом, где рассматриваются актуальные вопросы и формируются направления развития. Основная тема в этом году – преобразование экономики на пути к будущему. Профессиональному сообществу предлагается составить прогноз на послезавтра. И вот по поводу 30-го года все-таки, раз уж обещали. Башинформ обещал, и я обещал, процитировав вам этот заголовок. Если просто мечтать о том, что будет послезавтра, то ничего не получится. Мы с нашими коллегами сейчас работаем над тем, каким будет Башкортостан в 2030 году, и строим планы на ближайшие 5 лет с учетом того, в каком турбулентном состоянии находится весь мир. Мы выходим уже на завершающий этап формирования программы 3.0. Простите, хочется задать вопрос, а где программы 1.0 и 2.0? И их результаты, главное, где? Так вот, в 3.0, где распишем примерные показатели целей, которые мы хотим достигнуть в экономике, социалке и других сферах. Во многом от всех нас зависит, каким будет завтра и послезавтра. Вот. Из этого мы должны понять, какой же у нас будет 2030 год. Поэтому давайте это возьмем во внимание и все-таки согласимся с последним тезисом. От нас всех зависит, каким будет завтра и послезавтра. Ну, также от нас с вами зависит, сколько наберет эта трансляция просмотров и лайков. Поэтому эти самые лайки не забывайте, друзья мои. Очень вас прошу. Делитесь с близкими, родственниками, с которыми вы считаете важным делиться той информацией, которая касается нашего региона и все-таки преподносится без цензуры и где-то с какими-то аналитическими, может быть, поверхностными, но все-таки выкладками, которые я позволяю себе здесь озвучивать. Сегодня еще раз скажу аспекты городской среды с Олегом Арефьевым и аспекты мнений с Рушаной Ибраевой. Эфир насыщенный, новости тоже будут выходить в телеграм-канале, на сайте и везде. Читайте, комментируйте, в общем, поддерживайте. Будем вам всегда за это признательны, уже признательны. Хороших также впереди выходных, уже зимних, по сути дела. Возвращайтесь к эфирам, опять же, в понедельник, а мы будем для вас работать. Всем пока, удачи. Увидимся.